Позади меня находится обычная Нива, но она обычная только с виду. На самом деле это настоящий спасательный инструмент. Ну и, соответственно, сегодня мы познакомимся с Евгением, который нам поподробнее расскажет о деятельности автотехпомощи. Приветствую. Приветствую, Руслан. Так, Жень, ну давай начнем, наверное, с экскурсии по твоему автомобилю. Ты покажешь, что да как он укомплектован. Конечно, прошу. Так, обычная Нива. Ну, хайджек это так, как бы, мало ли. Вот он, наш основной инструмент. В сия погоду сейчас, как бы, холода. Занимаемся разморозкой. Вот. Наша кормилица. Это дизельная теплопушка. Да, дизельная теплопушка. Не помню сколько киловатт. Но отогревает хорошо. Машина как бы не одну. Наверное, пару сотен. Как бы тут у нас набор шансовый. Ну, мелкий инструмент, съемники. Да, такое. Ну, как бы это бывает. Этот генератор на 6 киловатт. Просто бывают и дома, бывает, ну, свет ушел, допустим, обрыв там линии какой-нибудь, ну, высоковольтной. Люди, потому что у них котлы энергозависимые. В основном бывает, включаем у человека свет, не свет. То есть ты, получается, не только на дорогах помогаешь, еще и... Ну, бывает, да, люди, да, бывает так звонят. Ну, частный сектор, допустим. Ну, как бы, ну, это еще незаменимая техника. Сварка, болгарка, ну, вот такое. Как бы по расходу не сильно много. Ну, потому что сейчас морозы, аккумуляторный инструмент, он все равно весь замерзает. Как бы круче провода еще пока ничего не придумали. Ну, как бы он стоит. То есть я правильно понимаю, что ты можешь подъехать и в любом месте что-нибудь заварить, переварить, да, и так далее? Оп. Все работает. 6 киловатт. Мощно, мощно. Все без проблем. Ну вот маска сварочная, да? Маска сварочная, там как бы болгарки, электроинструмент он в тепле, как бы рукава, как бы вот эта рука берется, когда, допустим, машина замороженная, он просто сейчас наглядно покажу, ну, как бы мы рукав одели плотненько, растянули, повернули, прижали. Поддон двигателя греется. Либо что-то другое. Мосты на грузовиках, трансмиссия. Все отогревается, все прекрасно, по машине ездит. Как бы, ну, буксировка, она как бы, такое тоже бывает нужно. Антигели, это так, тоже, чтобы было. Ну, что нам, домкрат основное, баллонники. Потому что бывают люди, колеса, не колеса, подкачка у нас имеется компрессор воздушный, электрический. Также питается он от данного генератора. Да, кстати, компрессор серьезный, да, наверное, перейдем в ту часть. Ну, как серьезный. Он маленький, но компактный. Но имеется в виду, он не автомобильный, это да. такой. Это мы так уберем. Электроинструмент. Компрессор, как бы, главное, накачанный полностью. Как бы, держится. Компрессор такой, повидавший, но все же он выполняет свою функцию. Как бы подвоз топлива, канистра обязательно нужна. Ну, что это? Там что за инструмент? Вот у нас электроболгарки, гайковерты, такое. Лобзики, все как бы такое. Ну, просто мерзнет, поэтому по части провода тоже бывает надо. Там литиевые батареи, да? Да, как бы несколько секций. Раз. Классный ящик. Хорошенький. Гайковертики хорошие. Вот этот гайковерт замечательный даже. Откручивает колесные гайки. Ну, на грузовиках имеется в виду. 1005, что ли, момент у него. Как бы такое. Ну, как бы ничего. Так, сейчас соберу. Оп. Ну, я смотрю, еще хайджек, да, есть? Ну, хайджек, как бы, да, как бы, бывает разное. Особенно на реке, кто-нибудь на реку заедет, там, в песках засядет. Бывает же экстремалы люди. Всякие разные вызова бывают. Вот инвертор. 12220.
установлен. Просто в основном работаем от него, когда с пушкой. Ну, чтобы то грохочет компрессор. Как бы диагностическое оборудование имеется. Допустим, можем, сканер диагностический, лампочка, да, для поиска, устранения ошибок. Как бы люди разные бывают. Сейчас машины все уже более электронные, все с блоками управления. Как бы уже в небо пальцем не потыкаешь. Ну вот, друзья, как видите, с виду обычная Нива на самом деле очень сильно укомплектована и может не только помочь людям на дороге, но и людям в частном секторе. Но сейчас давайте уже узнаем, что именно делает автотехпомощь, какие функции она выполняет. Евгений, расскажите про основные функции, которые выполняет автотехпомощь на дороге. Как спасаем людей, выручаем, выносим кому-нибудь бензин, топливо подвезти, дизтопливо, бензин, там кому-то колесо заменить. Ситуации разные бывают, с машинами. Просто в нынешнее время сейчас актуальный разогрев, допустим, потому что большинство людей замерзают машины, глушителя замерзают. Холода наши, никуда от этого не деться. И колеса, резина не удерживает людей. Вот колеса спускают, особенно бескамерная резина. То есть самые распространенные сейчас поломки, это все связано с холодом? Да, в основном так. Все с холодом. Ясно. Какие-то советы можно дать автолюбителям, да, для того, чтобы предупредить вот эти вот поломки, замерзания, в том числе, да, автомобиля в мороз? Насчет замерзания, это жители 202 особенно, смотрите, не ставьте в открытое пространство или Наташу нормально упаковывайте, подтрамбовывайте, чтобы ветром не выдувало ваше тепло драгоценное из-под Наташи. Выхлоп, под горочку не становитесь задней частью автомобиля, чтобы конденсат выходил, потому что бывает глушителя замерзают, и такое. Насчет по колесам, следите за давлением в колесах, в резине, чтобы давление было номинальным, не ниже, потому что когда вы трогаетесь, получается, резина замерзает, и по бескамерному слою она, по борту спускает. Такие случаются в основном. Все, ездите, следите за машинами, своевременно обслуживайте их, будет все нормально. Какой самый был запоминающийся случай, связанный с работой автотехпомощи? Они все разные, постоянно. Это такая работа интересная просто. Из-за этого все всегда разное, все индивидуально. У каждого свои поломки. Нравятся в основном грузовики, западники, западный народ, который приезжает без знания нашего севера, приезжает в основном, буксуют, не знают, что такое. Они на полусогнутых колесах, с резиной. В основном колеса у них лопаются. И топливо замерзает ихнее. Много нюансов таких. Наши-то водители уже ученые, они за этим всем смотрят спокойно. Они с ночевки встали, поехали. Машина не едет, она вся замерзшая, воздух перемерзает в основном у всех. Так вот. Кстати, действительно я вспомнил, что лопнувшая, треснувшая резина на грузовиках, это зависит от производителя, или там у них тоже есть летняя или зимняя резина, или как? Да нет, она, по-моему, вся замерзает. Просто китайское производство. И Мишлены тоже мерзнут. У нас тоже на грузовике 2 баллона за один раз. Тоже у нас самих же. Любая резина замерзает. Просто надо следить за давлением внутри колеса, чтобы не было там пониженного давления. Просто грузовая техника, она тяжелая, сам тоннаж.
Они постоянно полуспущенных, там 6 килограмм 4 у него будет. Потом он трогается тоже, ну как на маленьких машинах, она замерзает. Вот на этом перескоке она ломается легко. Поэтому надо следить за давлением. Лучше пусть будет чуть больше, чем меньше в мороз. Ну и тем более, можно даже сказать, что на шиномонтажке, например, если заправляют компрессор, да, изнутри идет, то надо чуть побольше давать давление на улицу, потому что она же потом снижается. Да, это физика, как бы объем они разные, просто при нагреве воздух расширяется, больше давления, потому что внутри шиномонтажа, а снаружи колесо замерзает, соответственно, падает на 0,2 где-то так в среднем. То есть можно перекачивать на 0,2? Ну да, больше так. Ну, у нас так, по крайней мере, в Якутии. Еще один совет, как бы обладатели Наташ и любители автозапуска, ну, как бы не любители, это как бы у нас надо, необходимо сейчас, потому что Наташи завоевали наш рынок гаражный. В основном люди размораживаются, бывает, клемму снимают аккумулятора. Потом, когда ставят, у них обнуляется автозапуск. Это вот 50% заморозки автомобиля под Наташей. Ну, с нашей как бы практики. Так и есть. Каждый второй, он идет из-за сигнализации. То есть машина не запустилась. И не дана была программа установлена, чтобы запуститься. Так что проверяйте, смотрите на брелок. В завершении хотелось бы пожелать, чтобы ваши автомобили вас не подводили, чтобы работали как часы. Конечно, для этого нужно своевременно проводить техобслуживание, следить за вашим железным конем и вовремя менять технические жидкости. Но в случае, если вам все же придется испытать на себе форс-мажорную ситуацию и своими силами вы не сможете ее исправить, то всегда можно обратиться к услугам специалистов автотехпомощи. Испытано на себе.